Политика всегда считалась преимущественно мужской сферой, но за последние годы женщины стремительно занимают ведущие государственные посты. В руках женщины сосредоточены важнейшие государственные вопросы, и ее уже не назовешь слабым полом. Пол человека уже не столь важен, как раньше. На первое место выходят личностные качества. На примере села Ферапонтьевка можно проследить за историей развития села с приходом на пост примара женщины. Но легко ли женщине в такой серьезной, ответственной сфере? Валентина Недова с уверенностью отвечает, что легко. Главное быть настойчивым человеком и уметь достигать намеченных целей. На данный момент это ведение времени. Я считаю, что женщины должны быть в политике. Почему? Женщина сегодня менее коррумпирована, более ответственная женщина. И я вам скажу, что вот даже если взять, когда я стала на должность примара с 1 июля, приступила к должности 2015 года, я стала более ответственная. Я знала, на какой шаг я шла. Я считаю, что мне легко работать, потому что я человек настойчивый, упорный. Я ставлю цели, и я их добиваюсь. У меня была предвыборная программа. Я вам скажу, что я ее уже на 75% выполнила. Исходя из собственного видения, Валентина Недова считает, что она со своими обязанностями справляется. В этом же уверены и жители села, которые замечают благоприятные перемены, произошедшие именно с приходом на должность нового примара. Все убеждены, что никакой разницы между мужчиной и женщиной нет. И более того, женщина с руководящей должностью может справиться даже лучше. Это работа сложная, ответственная, круглосуточная. И я в свое время, где-то лет 10 назад, тоже дважды баллотировалась на эту должность и работала секретарем, поэтому знаю, что должность Валентины Ивановны примара – это не 8 часов, как пишут в графике, а 18 и все 24. Но на наши приятные такое ожидание, она за 2 года многое уже сделала. Именно когда она стала над пост заняла, выбрали ее, и освещение у нас появилось. И сейчас действительно более-менее, хоть мы живем, а то было темно, мы боялись ходить. Есть у нее много преимуществ. Вот она делает площадки хорошие. Вот у нас было даже сейчас для детей 1 июня защита. Она много чего что сделала. Наши дети радуются. И вот здесь площадка есть у нас. На нашем стадионе площадка есть. Не знаю, как бы мужчина справился. Женщины как бы больше помогают. Идут на помощь, уступки, нежели в данный момент мужикам. Женщины обязательно должны заниматься политикой, убеждена примар. По ее мнению, именно женские качества могут позитивно влиять на работу. Если взять на руководящие должности, да, я считаю, что должна быть женщина. Потому что, вы знаете, в доме глава кто? Хозяин, голова, а головой кто вертит? Шея. И вот женщина старается создать домашний уют, и в работе будет то же самое. Я считаю, что женщины должны быть на руководящей должности хотя бы 50%. Но, к сожалению, у нас сегодня около 30% женщин на руководящей должности. Я считаю, что и в парламенте должно быть 50 на 50. 50% женщин должно быть в парламенте, 50% мужчин. Настоящим примером активного участия женщины в политической жизни является Гагаузия, где должность главы автономии занимает женщина. Представительницы прекрасного пола есть и в составе исполнительного комитета, Народного собрания и в органах публичного управления.